Здравствуйте, в эфире Турбаза, в студии Лаша Когония. Зима вплотную подбирается к Абхазии, пляжи опустели, многие отели уходят в спячку, иные меняют ценовую политику и стараются увеличить сезон. Единственным незыблемым туристическим направлением могут стать экскурсии. Какие тренды на зимний отдых существуют в этом году и как правильно этим воспользоваться, нам расскажет кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ, эксперт в сфере туризма Линда Ампар. Линда, приветствую, спасибо, что пришла. Вместе со мной эту программу сегодня проведет моя соведущая Нала Мукба. Нала, привет. Привет, Лаша. Приветствую, Линда. Спасибо, что у нас в студии сегодня. Да, Линда, отлично выглядишь. Давно тебя не видели. Заходи к нам почаще, пожалуйста. Взаимно. Кажется, последняя тема. Мы в преддверии летнего сезона общались здесь в студии. Теперь мы обсуждаем зимний, будем говорить о трендах. Но, наверное, имеет смысл сейчас начать разговор с событий последних дней, поговорить о том, что сейчас на Черном море происходило буквально пару дней назад, потому что эта тема напрямую связана и с турсезоном, сильнейший шторм. Естественно. И вообще самым главным критерием для туриста, мне кажется, является его безопасность. Погода, я бы сказала. Да, есть вещи, которые от нас зависят, от чего-то мы можем застраховаться, но можем ли мы застраховаться от вот таких стихийных бедствий? И вообще, как может это повлиять на туристический поток зимний? Но, учитывая ту ситуацию, которая произошла в Черном море, гости были оповещены и были подготовлены к этому. И, радует, Богу, что вовремя была информация. Богу, обошлось без потери. И единственное, конечно же, продажи упали именно в этот период. И сейчас у нас практически продаж очень мало, но мы надеемся, слава Богу, самое главное, нет людских потерь, все восстановится. Благо вовремя были оповещены. Да, нужно признать, что и на станции на железнодорожном переезде, то есть Лоо, то есть там тоже были поломки, и то есть не сразу их... Задержки. Сообщения тоже были задержаны. Не только мы пострадали. В принципе, мы что-то можем с этим сделать, Линда, кроме того, что вовремя оповещать людей о таких вот... Вы имеете в виду со стихийным бедствием? С природой соперничать человеку крайне сложно. Там многие пытались, бережнее относиться, и то, что происходит, это уже и не первый случай. Если мы говорим о Гагре за этот год, нужно, наверное, немного задуматься о строительстве, мне кажется. О том, что нужно беречь, в первую очередь, природу и погоню за длинным рублем не нарушать экосистему. Да, это тоже, Лаша, интересная тема. Я думаю, мы к ней с тобой обязательно вернемся. Мы говорили, и даже на прошлой передаче мы говорили о законе о градостроении. То есть насколько этот закон может предупредить какие-то вот такие вот ситуации? Лаша, вы как раз сейчас на больное? В преддверии нет. У нас будет организовываться круглый стол в АГУ. Можем вас пригласить. Как раз будет обсуждаться землепользование, в том числе и градостроение, ESG формат землепользования. То есть это очень интересная тема. Как раз вы сейчас ее затронули, напомнили мне. В начале декабря будет проводиться круглый стол с участием ученых и представителей власти. Так что приглашаем и вас. А будут ли иностранные специалисты? Спасибо, Линда, за приглашение. Иностранных не будут, специалисты будут, только наши специалисты. Лаша, эта тема интересна, но мне кажется, этой теме можно посвятить отдельный выпуск. Сегодня будем говорить все-таки о трендах, о том, чем мы можем сейчас привлечь, насколько мы соответствуем вот этим мировым трендам в зимнем туризме, что Абхазия, как Абхазия представлена? Лаша опередил уже, он сказал про экскурсии, конечно же, в первую очередь, это познавательный туризм, конечно же, в первую очередь он у нас в Абхазии сейчас лидирует, это экскурсии, и что радует, у нас только в летний сезон ранее, до пандемии мы работали только летом. Летний сезон закончился, прям даже очень активно отмечали закрытие сезона. А сейчас мы сезон не закрываем. Это радует, потому что мы работаем и зимой, и летом круглый год. Понятное дело, есть понятие высокого сезона, и более низкого сезона, и межсезонья. Первое, конечно, это познавательный туризм у нас лидирует. Далее, набирают обороты у нас разновидности wellness-туризма. Это спа, отдых, здесь йога, туры очень активно практикуются сейчас, и они пользуются большим спросом. Массажи, косметологические процедуры в рамках тура. Далее, если рассматривать оздоровительный туризм. Оздоровительный туризм — это, конечно же,
отдельная тема, которую нужно обсуждать в рамках нашего с вами разговора. Я боюсь, что мы не уложимся. Это достаточно обширная тема, и ее нужно развивать. Она пользуется большим спросом. После пандемии коронавирусной большой спрос именно на медицинские услуги. Благо, у нас есть все условия для этого. У нас есть источники, термальные, минеральные источники, и нужно использовать тот ресурс, который имеется у нас сейчас. Но, к сожалению, я хочу отметить, даже если открыть сайты бронирования, отелей, пансионатов, к сожалению, у нас многие пансионаты закрываются в зимний период времени, к сожалению. Соответствующей работы не ведется, и потому только несколько работает, аудитория есть, которая желала бы отдохнуть и поправить свое здоровье. Даже если возьмем статистику, в России около, если я сейчас, чтобы вас не обманула, более 8 миллионов работающих пенсионеров. Средняя зарплата у них, если вот как экономист, около 70 тысяч рублей. То есть те, кто готов потратиться на отдых. Плюс сейчас еще это потенциальная наша аудитория. Спрос сейчас превышает предложение у нас зимой. Понимаете, тут в чем дело? Мы не готовы предлагать. Это нужно и рассмотреть, там много составляющих. Проблемы в энергетике, скорее всего. Плюс еще маркетинг у нас не на том уровне, я сейчас имею в виду именно в социальных сетях, в интернет-сети. Над этим нужно работать, и работать качественно. К сожалению, специалистов у нас очень мало в этой области, что продвигали наш национальный продукт. Это странно, мне кажется, Линда. Маркетинг сейчас, мне кажется, сегодня, в век технологий, если у нас страдает... Это странно. Это странно, но это факт. И, к сожалению, нишу вот этих услуг занимают, опять же, нелегальные гиды, которые на шаг впереди в этом плане. Они могут предлагать те же самые йога-туры. Вот средняя стоимость их, если мы берем тур около 7 дней, в среднем около 50 тысяч на одного человека. Да, это, в принципе, не... Смотрите, в зимний сезон все-таки люди приезжают, те, кто не готов тратить столько, сколько обычно платят летом. То есть зимний отдых, он априори, он дешевле. Доступнее. Вот всегда было такое мнение, это немного у нас в голове, стереотип, наверное, да, это стереотипное мышление как раз-таки. Но если мы возьмем, сейчас замахнемся на горнолыжные курорты, как раз-таки там больше тратится. И именно отдых зимой стоит намного дороже. Вот такие курорты, если взять? Нала, наверное, имеет в виду, что зимний отдых не на горнолыжном курорте, пляжные там, курорты. где летом. Это да, я с вами согласна. Именно поэтому я как раз-таки взяла тот сегмент лиц пенсионного возраста, которые и могут быть как раз-таки потребителями этих услуг. Я думаю, что они согласны будут отдохнуть в ценовой категории на 20-25% ниже на тех же наших соседей. Сочи, с удовольствием они приедут отдыхать. Но расходы, например, такого объекта, если это будет оздоровительный комплекс или просто какой-нибудь отель, там должен быть обязательно бассейн с подогревом. Тут расходы на содержание отеля вырастают. Да. Вырастают больше, чем летом. Да, это нужно уже с ательерами, конечно же, обсудить. Но если это все так активно практикуется в Сочи, почему же и мы не можем себе этого позволить? Я думаю, что есть условия. Единственное, нужно проработать себе эту аудиторию, чтобы брони уже были, ранние брони, да, на этот период. Акции разные можно применять. Почему бы и нет? Это работа. Это работа, да. Линда подчеркнула, что это работа, и в первую очередь это работа над объектом, и, как мы несколько раз касались в предыдущих передачах, работа конкретных специалистов, которые должны в этой области работать и проявлять свои знания. Как раз Линда нам рассказывала про иностранных специалистов, которые рассказывают про свое дело. Линда, но на самом деле, мне кажется, что опустевшие пляжи и вот зимний сезон, ты сказала про экскурсии, это наоборот плюс, потому что летом массовость, очень много людей, загруженность, духота, сейчас зимой возьмем это как минус, там, хорошую погоду, то есть сейчас намного проще и пробраться к объектам, конечно, и остаться наедине с природой, и прогуляться по зимнему пляжу, то есть тоже, мне кажется, есть очень хорошо. Я полностью согласна, это красота. Это отдых для души и тела, для оздоровления в первую очередь, подышать морским воздухом, благо у нас 6 природно-климатических зон, да, и это тоже огромный плюс для человека, который не может себе
себе позволить отдых в санатории, априори он дороже выходит, он может просто даже снять койко-место в частном секторе и подышать морским воздухом, самостоятельно доехать до объектов посещения. Транспортная у нас, в принципе, инфраструктура налажена. Ну, я могу сказать, что тут не все так оптимистично, как вы с Лашей все смотрите. С транспортом я согласен, что не так оптимистично. Не только с транспортом. Почему с транспортом? Я вообще предлагала до экскурсионных объектов. В частности, я знаю, что летом ходили автобусы в село Кындах, где можно принимать эти ванны. Почему бы это не практиковать и зимой? Почему? Я думаю, что есть сегмент людей, которые не могут себе позволить экскурсию. Пусть они поедут на автобусе, они зайдут, они оплатят вход к термальному источнику. Я действительно слышала от туристов, которые были, можно сказать, возмущены тем, что такси приехать до это места, дорого, они отдыхают в Сухуми, им добраться, конечно, дороговато. Также у нас есть спринтеры 20-местные, мерседесы, которые работают по рейсам, рейсовые, по маршруту. Они стоят, сейчас людей нет, людей мало. Почему бы им не поставить, немножко переориентироваться, не пересмотреть свою работу и не поставить маршрут уже непосредственно к экскурсионным объектам именно в период наплыва, я имею в виду именно зимние праздники. Линда, вот если сравнить, вы изнутри эту сферу туристическую знаете, вы работаете в этой сфере, расскажите, насколько изменилось в процентном соотношении, вы говорите, что мы уже принимаем туристов даже в зимний сезон. Насколько, точно чтобы понимать? По цифрам, к сожалению, я сейчас не могу, чтобы не быть голословной, вам не могу точные цифры назвать. Растянулся сезон во времени. Здесь, наверное, знаете, как Нала предвосхитила мой вопрос. Знаете, раньше, очень давно, нарты из Абхазии шутили, что туристы просто вываливаются, их не хватает места в Сочи, они вываливаются в Абхазию. Сейчас Линда сказала о том, что мы уже не закрываем сезон. То есть, получается, спрос на зимний отдых, он появился. Давайте так, за счет чего? Почему у нас зимой появились туристы? Почему их стало больше? В первую очередь, это политическая обстановка, конечно же. И курс доллара, евро тоже нужно учесть, потому что цены в той же Турции, они возросли в разы. Это тоже, думаю, для нас не секрет. Это все играет, конечно же, на руку нам, Абхазии в том числе. Однако, как и говорил и наш министр туризма, нам нужно воспользоваться этим моментом и не сидеть и не радоваться тому, что теперь мы работаем и зимой. Это может закончиться в один прекрасный момент. Поэтому мы должны максимально создать благоприятный фон вокруг Абхазии, максимально приучить гостей приезжать сюда за качественным отдыхом. Это очень важно. Да, сервис в первую очередь. И цены, чтобы они соответствовали сервису. Я думаю, это... Сочи, мы несколько раз вспомнили про Сочи. Сочи приезжают в том числе и на горнолыжные курорты. Там несколько горнолыжных курортов, у нас пока такого нет. И инфраструктура соответствующая. Мы хотим, чтобы зимой приезжали, но не все, Лаша сказала, что полюбоваться морем. Не все любят так отдыхать. Кто-то хочет развлечений, ресторанов, музеев, каких-то, выставок, побольше разных мероприятий. Такой интенсивный отдых людям нужен. В Сухуми, Нала, в одном Сухуми можно проводить прекрасное время. Что у нас нет выставочных залов, у нас нет музеев в городе Сухум. Да только по городу экскурсии. Если возьмем Сухумский модерн, как это интересно, прогуляться по набережной тоже, ладно, оставим, но с профессиональным гидом это, возможно, будет не так дешево, так скажем, но все же, если это групповой тур, я думаю, что многие могут себе позволить, ценовая категория от 1000 рублей и выше за одного человека, почему бы и нет? Если мы возьмем курорты той же Турции, Египта, там в разы дороже стоят те же экскурсии, но это же интересно. Я думаю, что можно взять, если мы возьмем, опять же, столицу, говорим о Сухуми, и восточную часть Абхазии посетить. Да у нас очень много объектов посещения, которые стоит обратить внимание. Я думаю, что многим гостям, россиянам в первую очередь, конечно же, это будет интересно и актуально. Не обязательно здесь ждать развития горнолыжного курорта. Тут инвестиции нужны многомиллиардные, мы это все понимаем, поэтому не нужно сидеть сложа руки и ожидать инвестора, который приедет и осчастливит нас всех. Это невозможно, это так не работает. Свет клином не сошелся на горнолыжном нужно курорте. Немного и самим и использовать те конкурентные преимущества, которые есть у нас.
А это, в первую очередь, наша история, наша природа, наше гостеприимство. Пусть это уже не избито, об этом мы говорим не первый раз, но нужно именно это использовать и вкусно это подать. Гастротуры. Но где вы это гостеприимство видите? Как это должно проявляться? Вот всегда считалось, да, абхазы гостеприимны, но мы же не встречаем их у себя дома, да? Как это должно выглядеть? Вот, Нал, вы знаете, культура гостеприимства. В рамках, например, могу вот пример привести, в рамках нашего туроператора и многих других туроператоров. Мы ввели в тур посещение мандаринового сада. Вы знаете, насколько... Вот если мы возьмем посещение Рицы, Афона, Новоафонской пещеры, озера Рица, всех объектов по пути, их более всего впечатляет мандариновый сад. И плюс еще там... Интересно. Ну, потому что аутентичность... Сорвать мандарины с дерева. Там хозяйка, которая говорит, может вам кофе сварить. Это мелочь. То есть окунуться вот в реально... Да, мы говорили в одной из прошлых передач мы говорили про отличительную черту какого-то любого отеля, даже маленького, и нам сказали, что большой спрос именно на культурный отдых, потому что мне кажется, на мой обывательский взгляд, кажется, что мы в погоне за трендами какими-то европейскими пытаемся соответствовать больше не себе самим, совершенно верно, а больше вот на европейского какого-то. Но мы сильны, мне кажется, тем, о чем мы сейчас говорим. Именно своей непохожестью, да? Совершенно верно. И гостю это интересно, потому что он уже поездил по Европам, да, и по городам Европы и Востока. Они хотят чего-то национального, именно абхазского. И вот этот абхазский продукт, он будет пользоваться спросом. Он сейчас, вот я вам говорю, они запоминают отношение той хозяйки, которая их принимала. Для них это очень важно. Это очень важно. Нужно То есть вот у вас новое направление появилось. Какие еще виды? Вот как вы привлекаете зимой? Знаешь, как, я извиняюсь, как, знаешь, еще раз буду цитировать Нартов, когда говорили, Линда сказала... Линда сказала про мандаринов, когда-то Нарты сказали, зато у нас мандарины. Им сказали, вот зря вы свой единственный козырь так рано выбросили. Вот, совершенно верно. Оказывается, это большое преимущество наше. Это большое преимущество. Вы не представляете, какие счастливые глаза у гостей, которые смогли зайти на этот мандариновый сад. Мы по их запросам ввели. То есть их любимые вот фрукты, вот они видят, как вы хоть раз видели в городах России, что продают под названием абхазские мандарины? Да, вы встречали? Это не совсем абхазские, под брендом абхазских, конечно. Абхазские мандарины, и это вообще не абхазские мандарины. Они даже издали не напоминают. Мы сейчас к теме защиты брендов абхазских переходим постепенно. Конечно, это наболевшая для нас тема, но что еще вы делаете, чтобы привлечь зимой туристов? Зимой очень привлекают термальные источники. Это тоже не новость, я думаю. Большим спросом пользуется наш источник в селе Киндык. Очень большим спросом, людям очень нравятся эти ванны с разной температурой, гидромассаж, грязи. Они прям очень высоко оценивают качество обслуживания там. Ну, о инфраструктуре я сейчас говорить не буду, не будем о плохом, я имею в виду касательно именно этих объектов. То есть вот зимой люди приезжают ради вот источников, даже конечно, ради этого. Ну, это же логично, когда тебе холодно, и ты окунаешься в горячий источник. Им очень нравится. Я думаю, они с этой целью, не чтобы согреться, они туда окунаются. Оздоровление, конечно. Но от одной процедуры, конечно, такой большой пользы организму не будет, да, но в любом случае они это видят, и дальше они уже думают об отдыхе здесь, в Абхазии. Потому что они видят стоимость этих процедур здесь, и они сопоставляют с ценами аналогичных процедур в том же Сочи. И, конечно же, я думаю, понятно будет... Это как развлечение можно даже использовать, то есть хочется зимой развлечения, то есть дополнительный источник, дополнительный источник, то есть можно скоротать время так, а можно еще и на источник. Но это не совсем про то, как проводить досуг, потому что это лечебные воды, которые, кстати, небезопасно использовать вот так вот по собственному желанию. Вот я, например, этого не знал. Да, их нужно, конечно, под наблюдением, и не всем можно, кстати, купаться в этих источниках. Да, и продолжительность, там все нужно учитывать, естественно, но об этом предупреждают гиды, естественно, но и гость тоже сам должен понимать, что
ему это можно или нельзя после той информации, важно которую, то, соответственно, что получает. есть запрос, есть люди, которые хотят поправить здоровье, которым это нужно, и есть ресурс у нас. Да. Главное создать вот инфраструктуру, которая бы отвечала интересам этих туристов. Да, совершенно верно. И плюс еще Нала пользуется спросом паломнические маршруты. Православная Абхазия тоже пользуется большим спросом в зимний период. Да и в летний тоже, но в зимний это больше вот ощущается. Потому что, опять же, нет толп туристов, нет очередей нигде. Это вот главное преимущество, мне кажется. Да, это очень большое преимущество. Прелесть и опять просто. же, наш сегмент, это, конечно же, лица вот именно пенсионного возраста, потому что они могут себе позволить отдых. То есть в межсезонье к нам приезжают в основном люди пенсионного возраста. Да. А вот про паломнические туры, когда мы говорим, сейчас археологи занимаются исследованием, открывают новые места, вот новые объекты. Вы вводите в свои маршруты? К сожалению, это все не так просто. Новые объекты, новые экскурсии продаются тяжелее тех уже избитых, так скажем, экскурсий, объектов, которых знают. На это нужно время, опять же, нужна хорошая реклама в социальных сетях. Мы почему-то, знаете, недооцениваем эту нишу. На самом деле сейчас продажи, по оценкам специалистов, более 40% продаж именно проходят в интернете, в соцсетях, на сайтах, да даже в том же Инстаграме. Поэтому сейчас все ищут СММщиков. Да, совершенно верно. И их услуги пользуются, большим спросом, потому что продажи основные зимой, вот сейчас, когда, в принципе, все это случилось, даже в плохую погоду, просто возьмем, идет дождь. Реализатор не будет стоять на улице, он продает это через интернет. Да. И человек не выйдет на улицу покупать тур, он просто зайдет в телефон, будет вбивать экскурсии в Абхазию. Мне кажется, люди уже перестали вот так подходить даже летом. Да. У нас до сих пор, то есть это как когда пенсию выдают там на руки, то есть, то есть у нас, получается, до сих пор туры вот реализуются таким вот образом. И у нас, и в Сочи тоже реализуются таким образом, но уже мы активность людей больше приходит переходим именно вот А вот новый тур, новый маршрут разработать, как бы внедрить, разрекламировать. Сколько на это вообще времени уходит? Как во-первых, когда обычно происходит вводишь новый тур, его нужно утвердить в Министерстве туризма Республики Абхазия. Если ты аккредитованный, во-первых, этим не занимается гид, этим занимается методист, и он предлагает министерству, и уже там специалисты проверяют. Министерство? Методист на фирме работающий, прикрепленный к фирме. А методисты уже в министерстве, они проверяют, утверждают. Те, кто работает там специалисты, историки, географы. То есть несколько чтений должен пройти. Да, обязательно. То есть как законопроекты рождаются, законы, вот такая же примерно процедура. А так есть должен быть перечень маршрутов, которые утверждаются Министерством туризма. Они предлагают эти маршруты, утверждаются в Кабмине. Это тоже есть, но если ты самостоятельно вводишь, добавляешь в свой тур какой-либо объект, ты должен получить на это разрешение в Министерстве туризма, потому что они учитывают безопасность, в первую очередь, тура, продолжительность, комфортные условия для гостей и так далее. Там много нюансов. Вот, например, коротко, если вот вы с семьей договорились, вот в их сад будете привозить гостей, то есть они должны знать фамилию. Или как это происходит на деле? Правда интересно? Это на деле. Вот что касается мандаринового сада как объекта, мы его не то что там вводим в новый тур, это не такой объект показа, который, как вам объяснить, не историко-культурный объект, там нет понятия безопасности. Да, на это отдельный маршрут не нужно прорабатывать. Да, можно просто, проводя какую-либо экскурсию, завести на сад в течение 15 минут. Гость там же может приобрести мандарины, это тоже большое, проезжая мимо какого-то сада, то есть не сворачивая с маршрута. Именно экскурсионные объекты показа должны быть утверждены в Министерстве туризма. Из трендов, Лаша, что мы запомнили? Самые главные какие сейчас? Это мандариновые туры, паломнические туры. Медицинские обязательно. Медицинские оздоровительные. Да, от которых можно поговорить отдельно. Но мне кажется, мандариновый, мы озвучим его так вот слишком лаконично, он такой глубокий сегмент. Мандариновый, он имеет в виду, подразумевает национальную подоплеку. Национальная подоплека, именно мандарины, гостеприимство, общение с хозяином, вот эти вещи. То есть это экскурсия в нашу культуру, можно так назвать. А чем не название нового тура? Вот, надо запатентировать. Надо утвердить. А что еще? Вот, может быть, какие-то новые вот-вот-вот появляются, но еще не прижились так сильно, может быть. Все-таки мировая туриндустрия, она тоже имеет влияние на нас. Если про мировые тенденции, опять же, йога-туры, я отмечу, они пользуются большим спросом.
большим спросом пользуется, в том числе и в Сочи. Это вот если вот о мировых тенденциях, йога-туры, спа-туры, они вот, потому что люди устали после той ситуации, после пандемии, у многих невроз, им нужно расслабиться, и отдохнуть. Продолжают уставать и на работе, от поэтому людей людям... в том числе. Вот, это главное преимущество. Да. Линда, спасибо большое. Зимние тренды в Абхазии обсудили с кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры экономической теории Абхазского государственного университета, экспертом в сфере туризма Линдой Ампар. Вместе со мной эту программу провела Нала Муква. Я Лаша Когоня. С вами прощаюсь и до новых встреч.